Многочисленные нарушения были выявлены в ходе проверок обоснованности начисления платы за тепло. В республике по поручению Ради Хабирова продолжают проверять дома, жители которых получили платежки на суммы в 1,5-2 раза выше обычного. Ситуация теперь разбирается специальная комиссия. Какие нарушения были выявлены сегодня и кто кого нагрел, расскажет наш корреспондент Айгуль Хатыпова. Это существенно по карману бьет, особенно пенсионеров. Байковы живут лишь на пенсию и пособие по инвалидности. Сил да и возможности работать у Сергея нет. Мужчине нужно беспрерывно ухаживать за мамой, которая практически ничего не видит. И теперь мы не знаем, как оплачивать, что оплачивать. Если не оплатим, мы боимся то, что или там пени, или еще что будет. Откуда такие цифры в платежке, недоумевают не только пенсионеры. Естественно, смущает. Недоумеваем, откуда эта сумма, и хотелось бы каких-то разъяснений. Квитанции с дополнительными начислениями за декабрь пришли жителям 485 многоквартирных домов по всей республике. По словам БашРТС, все дело в перерасчете за отопление. Раньше 700-800 от силы было, сейчас 1500 у нас начислено за одного человека, проживающего 18 квадратных метров. Как за двухкомнатную, трехкомнатную квартиру берут. Изменение суммы платежей связаны с тем, что в сентябре прошлого года республика перешла на новую схему. Жители отныне платят за тепло столько, сколько потрачено было домом по факту за 8 месяцев, а не равномерно в течение всего календарного года. Как быть? Как жить? Здесь не обман. В БашРТС заявляют, что в следующем месяце перерасчета уже не будет. Такую большую сумму необходимо заплатить всего лишь один раз. А пока в сложившейся ситуации предлагают жителям рассрочку на платеж. При рассрочке платежа пени начисляется с 31-го дня, но есть ситуации индивидуальные. То есть в течение 3 месяцев, даже если рассрочка платежа, то все равно начисляются пени? Да. В понедельник на совещании в правительстве власти республики предложили ресурсоснабжающей организации предоставить потребителям рассрочку без взимания штрафов и пений. Кроме того, стало известно, что уже по 5500 домов, которые обслуживаются в БашРТС, произведена корректировка в пользу жителей на общую сумму более 1 миллиарда рублей. Не подключены выравнивающие провода, и защита токопровода тоже отсутствует. К приборам учета, установленных в многоквартирных домах, БашРТС прямого доступа не имеет. Данные берутся у управляющих компаний. Исправность приборов и правильность перерасчета сейчас проверяет специальная комиссия, в состав которой также входят представители Госкомитета по жилищному надзору и общественники. К примеру, по адресу Блюхера 36/1 в Уфе сегодня выявили утечку горячей воды из трубопровода. А как это влияет на показания счетчиков? Вот эта неисправность? Влияет как в сторону увеличения. У нас, получается, идет постоянная течь. То есть постоянно в тепловом пункте идет подогрев горячей воды. То есть подогрев холодной воды для приготовления горячего водоснабжения. О нарушении управляющую компанию уже уведомили. В ближайшее время дефект будет исправлен. Однако могли ли такие сбои привести к недостаче в 66,5 миллионов рублей, которые были начислены ресурсоснабжающей организации жителям? Проверки продолжатся. Еще несколько недель специальная комиссия будет посещать проблемные дома по всей республике. В случае несогласия с суммой корректировки получить консультацию можно по многоканальному номеру БашРТС, который вы сейчас видите на своих экранах. Также вы вправе с платежными документами обратиться в Госкомитет республики по жилищному и строительному надзору. И ведомство проведет свою проверку. Айгуль Хатыпова, Альбина Хайруллина, Роберт Давлетбердин и Азат Ишбулатов. Новости Уфа.